Обсудить наболевшие вопросы и наладить диалог. Общественно-сельского поселения Газиюрт и представители правоохранительных структур признают, проблем много и все они требуют незамедлительного решения. Много жизней унесли аварии на дорогах. По данным ГИБДД, только за прошлый год произошло 157 ДТП, в результате которых десятки погибших, в том числе и дети. Количество раненых в этих дорожно-транспортных происшествиях 334 человека. Аналогичный период 338. Погибшие, к сожалению, 69 человек. В этом году ситуация по количеству ДТП улучшилась на 50%, отметил представитель ГИБДД по Республике Ингушетия. Однако все еще есть те, по причине которых страдают беззащитные граждане, поэтому необходимо уделить этому вопросу больше внимания. Далее по списку обсуждения еще одной злободневной проблемы – мошенничества. Правоохранительными органами региона за последнее время зафиксировано более 300 таких случаев. Жертвами кибермошенничества в основном становятся пожилые люди, которые не особо разбираются в информационных технологиях, отметили участники. Убедительная просьба, не нужно вводиться на эти уловки. Для молодежи, наверное, это все-таки более-менее хейтер, они понимают, о чем я говорю. Вот старшее наше поколение, какие операции, если информация поступает, банки, истерики, часто вот эти моменты призывают люди и пишут заявления, просят помощи. В ходе беседы правоохранители призвали жителей быть внимательными, не вестись на уловки совершенно незнакомых людей. Следующая не менее важная тема – наркомания. За последнее время по республике выявлено более 500 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Задержанных также огромное количество. В списке как дети до 14 лет, так и пожилые люди, отметили присутствующие. Ваха таблетки заказывая по почте. Да, нан халаболбиш, да, в Питере вы болбиш, нан надрание болбиш. Ерлилжго. По почте заказывая дичудян, и причудян, ваха почте, это шерлифапо. Дичудян, не причудян, шиканку, школьник шикуш. 9-10 класс, ешко. Хайхашля, нан суох, нан защищать, хатма гуштян даться. Ну, это антидепрессанты, наркотические, молхажми, бесполезно, По словам гостей, главная причина наркомании среди подростков – нехватка внимания со стороны родителей. Поэтому стоит уделять больше времени своему ребенку, объяснять, что хорошо, что плохо. На сегодняшний день на учете в психоневрологическом диспансере состоят около 2000 человек, среди них женщины. Наркотический центр же. Наркотический центр. 80 коек, и все забиты, и в очереди еще стоят. Мере баха, баханзы, нех исти, школьницы, вышачуч. Мацхана твоих, а мы не является тейпа, толхахмаш. Правоохранители и представители общественности едины во мнении, что действовать нужно сообща, не делая поблажек тем, кто переступает закон. Это касается и тех, кто хранит незаконное огнестрельное оружие. Подполковник полиции напомнил, что законом предусмотрена сдача оружия за вознаграждение. Так, за последнее время зафиксировано 83 случая добровольной сдачи незаконно хранящихся предметов. 110-м постановлением правительства выделены денежные средства для этих целей. Вот, если человек, тот или иной гражданин республики, выдает огнестрельное оружие, там, боеприпасы и так далее, имеются выплаты, начиная с обычного гладкоствольного ружья, заканчивая автоматическим оружием. Диалог вышел продуктивным. Каждый в зале высказал свое мнение относительно обсуждаемых тем. Всех объединяет то, что они переживают за свою республику. Насчет этих наркотиков, этих психотропных веществ, надо очень серьезно с ними бороться, тем более
очень много молодежи привлекает. Это по счету уже 9-я встреча. Представители МВД планируют и дальше проводить встречи во всех городах и селах региона. Мы должны понимать, что если мы, и члены общественного совета, и МВД, делаем все возможное, но если население не будет работать с нами, то у нас результат будет плачевным. Укрепить доверие между обществом и органами внутренних дел – главная цель сегодняшнего мероприятия. Завершая встречу, сотрудники ГИБДД раздали всем присутствующим памятники с необходимыми правилами дорожного движения. Малика Измайлова, Мухаммад Дарсигов, Магаз 24.